Так, вот сейчас чуть-чуть побудем, да, здесь, поторчим, почитаем новости, что-нибудь там. Так, чисто для души. Всех мусульман с Рамаданом, само собой. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Короче, дуслар, әзгене эфирге шығырға болды мына шул ауылға келіп енді. Здесь вот тиктоки, короче, пусть запись идет. Интернет, Аллаха шүкір, есть. ОБХ есть. Ну, ошондай жеринде. Ну, тикток уж мотать не буду туда-сюда. А так вот. Вот такие дела. Чуть-чуть поснимаем. Новости почитаем, да? Что там творится в Башкортостане? Взрыв, да, какой-то получился в Черниковке, говорят, тот день. И что там? Звоночек, да, башкортларга, татарларга. О том, что воевать ехать не надо. Миниханов добавок еще сказал, что 38 тысяч уехало из Татарстана, служит. И шуно мен айтам сразу, что можете максимально умножить на 3-4 там его, эти 38 тысяч, и получается, как я всегда говорю, 100 тысяч. Поэтому 38 это всего лишь по ихним данным. А в идеале, если смотреть адекватно, то если на первом месте Башкортостан по смертностям, по уезду, по поездке на войну, можно понимать, что там конкретно не 38 тысяч, а явно 100 тысяч можно смело говорить. Поэтому башкортлар белән татарларны урыслар кырдылар по полной программе. Вот. Вроде стою. Все нормально. А то этот ТикТок, когда двигаешься, блокирует эфир, короче. О, кукурузники. Вот так я поставил. 2 ТикТока здесь. Да чисто просто, да. Давно на эфире не был в ТикТоке. Пусть этот снимает. ТикТок работает. Сейчас я тоже воткну, наверное, куда-нибудь сейчас. Присобачу. Этот телефон тоже куда-нибудь. Потому что этот... Не вижу резона держать его. Так, сейчас придумаем. Два телефона влезть. Ну, нижний не вырубится. Лезет. Нижний не вырвался. Все нормально. Полет нормальный. Так. 7 человек в Ютубе, 1 человек в ТикТоке, а тот в другом ТикТоке я не вижу уже сколько человек. Ну давайте по новостям, да? Где мой телефон? Короче, 3 телефона на связи. Ну что тут последнее что-то начнем сейчас читать по новостям. Чисто просто час новостей вам. Все же час только, да, делают, а я-то вам больше делаю, когда время есть. Ну, просто сейчас время уразы, поэтому 6:30 сегодня где-то. Вроде бы сейчас посмотрю во сколько. Аузачерга. Ну, я-то водички взял. Ну, а так 6:25 у меня, ну. По тому календарю 6:30, непонятно, короче. Ну, короче, туда-сюда 5 минут. Вот Башкортостан, блин, Татарстанны охота было бы вот поговорить. Взрывы идут. А, кстати, еще сегодня это же Сызрань, Самара. В Самаре тоже что-то бахнуло сегодня. Что-то прилетело. Так что, мне кажется, тут даже атакам еще какая-то хрень, по идее, как бы даже не нужна. Летят нормально. И дроны летят, и все можно долетает. Проблем нету.
Проблема в том, что, видя вот это все, Башкортостан и Татарстан не может понять, что это не наша война. Зачем воевать, если, получается, вы живете вообще там, грубо говоря, 2000 километров от Украины. Смысл воевать? Вот этот момент. Поэтому я считаю, это, ну, как-то уже за 3 года, наверное, должно было дойти, да, это вот этот весь, то, что происходит. Ну вот, давайте последние новости вот закидывают сейчас в Телеграм, мне почитаем. США начали торговую войну против Канады. Надеюсь, меня слышно везде. Как тебе это, Илон Маск? Илон Маск отдыхает. Так, США начали торговую войну против Канады, заявил канадский премьер Трюдо. А та ввела ответные пошлины в 25% на американские товары. Также Канада подала иск в ВТО из-за введения США тарифов на канадские товары. Ну, что можно сказать здесь? Здесь можно только одно сказать. Я постоянно об этом вам постоянно говорю. И Украине. Я считаю, что вот это вот, я не знаю, зависеть от кого-то — это полнейший идиотизм. Вот зависеть. Потому что ресурсы у каждого под землей хватает. Аллах Таалям дал всем ресурсы везде. Вот копни, выходит вода, копни — колодец, копни — что-то еще выходит. Копнешь глубже — золото найдешь там, да, уголь и так далее. Но зачем вот это все, это унижение, не могу понять. Насчет этого. И плюс что-то вот, да, еще вспоминаю, что-то сегодня новости тоже чуть-чуть слушал. Типа Зеленского хотят согнуть, типа, чтобы он извинялся. Извиняться не надо. Наоборот, надо еще жестче трехслойным матом всех послать. Засадить всем, как говорится, швабры хорошенечко. И нормально, нормально. Американцы, как говорится, мне кажется, не сидели на узких швабрах, так скажем. А вот надо бы их как бы чуть-чуть, наверное, в ГУЛАГу отправить, наверное, американцев, чтобы они чуть-чуть посмотрели, что это такое. Может, там Голливуд фильм снимет какой-нибудь путевый такой про то, что там творится на самом деле в этой России. Как сегодня еще слышал новости, журналюгу украинку замочили конкретно. 30 килограмм весила она. Представляете, 30 килограмм весила. Туды-сюды ее мотали, и где-то она умерла. Резали ее, получается, издевались по полной программе. И как можно с этой России что-то делать? Там дружить, там торговать. Вот это я не могу понять. Вот зачем это вот этот полное абсурдное вот это дело, как бы люди пытаются, ну, так сказать, заново подружиться. Зачем? Зачем дружить? У хайванлар, блин, как можно дружить? Я не могу понять. Легче реально хайван, блин, дружить, понимаете? А не вот этой людской скотиной под названием Тлер. Так, Трамп заявил, что в США студентов будут задерживать и отправлять в тюрьму за участие в протестах. Нормально. Я же говорю, точно он засланный. Точно он коммуняга, тот еще трамплин этот, немец, как говорится, фашист этот трамплин. И, у меня еще такое, как это тот день я писал слово, сейчас, что-то я писал вчера. Конспирология, конспирологические факты. Вам не кажется, что Зеля же-то еврей? Он же наш еврей, понимаете? Уже он наш еврей. Понимаете, СССРский еврей это. СССРского еврея фашист Трамп хочет, грубо говоря, замучковать. Вам не кажется? Устроить, как говорится, вот это, что там Гитлер делал с этими, этой, как называлось это вот это? Короче, где их мочили, да, топили их там в печах, как это. Короче,
Гитлер убивал яхудов, короче, да, вот этих евреев всех, жидов. А тут, получается, Трамп-то немец, понимаете, фашист в корень-то, если бить. Он ненавидит евреев, поэтому и мочит сейчас зелью, понимаете? Вот в чем подвох. Так что здесь даже удивительные вот конспирологические у меня в голове мысли выходят. Это удивительно просто. А с другой стороны, мы-то мусульмане, нам-то вообще до лампочки должно быть, да? Так подумаете, да ведь? Но в тот же момент не может быть до лампочки быть. Почему? Потому что мы же из СССР. Мы же в одном говне варимся все. Если уничтожится Украина, значит нам забудь, получается, полностью Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан. Нужно будет забыть о том, что у нас, как говорится, была когда-то свобода. Она никогда уже не будет потом свободой. Ну, конечно, если вы не услышите меня, там взять в руки автомат и пойти против Москвы. Свобода будет и без Украины, проблем нету. Но проблема в вас. Вы не берете в руки автоматы, не скидываетесь, не донатите на автоматы, не собираетесь, башкортлар, татарлар. Понимаете? В тот день Ичкерия что-то там говорила о том, что там поддерживает туды-сюды, там Трамп, сволочь, туда-сюда, что-то в этом роде говорилось. Но я посмотрел на них, у них даже рота вот эта, которая ичкерийская, дофига людей. А башкорт, татарда нету такого. Там у вас там общался и все, там 5 штук и общался, понимаете? Это просто, вот вам этот, так скажем, сравнение, что башкорт-татар руки в автомат не хочет брать против Кремля, а хочет дальше сосать. Сосать жестко, блядь. Сүгініп жіберуге туры келе. Хайванларға оңнатыр үшін. Идем дальше. Украинцы не верили, что мы настроены серьезно, и мы должны были им это показать. Неясно, хватит ли сделки по минералам для возобновления военной помощи, ссылаясь на американского чиновника. Какая-то хрень непонятная. Так, что еще тут? Постпред США ООН Элис Стефаник выступила с потрясающей речью и назвала ООН рассадником антисемитизма. Вот слово как раз нашел. Антисемитизм. А мне кажется, не антисемитизм в Европе, а вот трамплина, фашизм с Путиным связался и вот нахватался фашизма, получается, против зелий. Послушайте внимательно, я обращаюсь к антисемитам. ООН, я иду, вам лучше проваливать. Вы меня знаете, при Трампе никакого финансирования терроризма не было, блядь. Антисемитизма и антисирианских действий не будет, заявила Стефаник. Это какая-то Стефаник. Исем нарса, а? Стефаник. Степашка. Степашка. Короче, что она говорит, послушаем. Hear me clearly, right here and now. The anti-Semites Hear me now. Что-то там она хирми делает. Ну, явно какая-то Стефаник, это еврейка американская овца. Америка уже неоднократно выступала в сговоры с Москвой. Вот это меня убило. Лига свободных наций пишет об этом. Запечатлите куда-нибудь, Дуслар. Так, с 1929 года, да, надоел этот какой-то машина, делает, паузу натащим. Так, с 1929 года США находились в периоде Великой депрессии, экономика страны практически рухнула, и американцам нужно было срочно искать возможность торговать жопой. Нашли СССР. Советский Торгсин создал в 1930 году, стал золотой жилой Америки. Штаты скупали из СССР дешевое продовольствие и драгоценности. И закрывая глаза на то, как Советы все это получили, отобрали силы у населения.
обрекая его на голод и смерть. Советам все это добро было легко продавать по дешевке, так как заполучили они все не трудом, а грабежами. Наибольший оборот эта торговля приобрела именно в 1932-1933 годах. На вырученные у американцев деньги Советы покупали у американцев строительство заводов и фабрик с нуля. Поэтому США заплатили Советам почти все возвращалось обратно в американские карманы, да еще и позволяло десяткам тысяч американцев получить рабочие места как в самом СССР, так и в США. Представляете, да, какая хрень была в прошлом, грубо 90 лет назад. 90 лет назад также голодомором и так далее нас они морили, оказывается, не просто так. Это просто была торговля. А потом, когда-то что-то Габбасов нам напоминал, мы таки радовались, американцы нам помогли от голодомора. В Башкортостан они помогли, чтобы мы не сдохли. А, вот оно как, оказывается, помогли они. Они нифига не помогали, они грабили, а потом давали копейки, как говорится, там шалап, аузга. В Америке прекрасно знали о раскулачивании и о искусственном голодоморе, но намеренно не замечали всего этого, так как сами находились в трудной ситуации. И поэтому любые реальные сведения о положении дел в СССР американская пресса тут же называла выдуманными, так же, как сейчас значительная часть американской прессы в лице Такера Карлсона. О, Карлсона вспомнили, а? Всегда забываю его, Карлсона, блин, имя. И же с ним слава фактически рупором кремлевской пропаганды наряду с высшим руководством страны. Взамен на столь выгодную торговлю США пошли на уступки большевикам в 16 ноября 1933 года. Признали СССР как страну, хотя до этого считали большевиков преступниками, совершившими государственный переворот и установившими свою нелегитимную власть. США и СССР в буквальном смысле выжили как страны за счет массового геноцида и грабежа советами оккупированных народов СССР. Несмотря на то, что в 1920-х годах американская благотворительная организация АРА спасла от устроенного советами голода несколько миллионов жителей. В 20-х годах спасла. Удивительно, да? Как это все складывается, непонятно. Поволжье. Ага, вот как раз нас это. Несколько миллионов жителей Поволжья в 1930-х годах, 30-х, когда американская политика изменилась, Штаты скупали у Советов также и все те ценности, которые Советы не успели продать еще со времен организации первого голодомора. Вторая попытка сговора была в 1990-е годы, когда Москва пообещала Штатам новое выгодное увеличение торгового оборота взамен за запугивание национальных республик с целью не допустить реализации их стремления к независимости. Американские политики в буквальном смысле приезжали в национальные окраины, как их называла советская пропаганда, и уговаривала лидеров бунтующих народов быть сговорчивее с Москвой. Вот оно как, да? Американцы, получается, заставляли наших предков быть более сильными рабами, как говорится, гулагами, чтобы американцам было все выгодно грабить наши территории. Вот как все происходит. А сейчас Украина пытается, так скажем, отмазаться от этого, но те пытаются все-таки навязать на них этот долг и пытаются грабить Украину. А потом дальше пойдет, как говорится, зрелище с Путлером. Путлер будет грабить нас дальше, глубже, так скажем, и так далее, и так далее. И что там происходило в Инстаграме, я в тот день наткнулся, я так и не понял, тоже не понял. И там люди тоже не поняли нифига. Типа что-то там с этими, с горой содовой компанией, что-то Путин решил что-то мутить что-то типа, и непонятно, что будет дальше. То ли они что-то придумали, хитрый ход, то ли что они... Ну, короче говоря, какая-то ересь произошла там. Надеюсь, меня слышно, да? 3 человека в ТикТоке. Слева, справа в ТикТоке ни хера никого нету, короче. Шундыхаль, вот такие вот новости удивительные, да, ведь как одной рукой они помогают, другой
как говорится, суют глубоко. Примерно так. Что тут накидали комментариев? Так, ну давайте почитаем вам ваши комментарии. Ну-ка. Петушатник! Петушатник узкий. Узкий петушатник. Мне сейчас месяц так нельзя базарить громко. Фильтрую базар, так скажем. Овечки узкопопые. Так, как тебе это, Илон Маск? Так, ладно. Он уже на попятную пошел. Андрей Петрухин. Кто такой? Куда пошел? Я не понял. Ассаламу алейкум, бауырларым, жигиттер, неге бергерек басқанушылардан айдап шықпайдыздар, аямандар жауыздарды. Мына шол, nimaga chiqmaymiz, a? Туғанлар, башқұртлар, татарлар, нәрсеге Мәскәуге қарсы chiqmaymiz, а? В чем проблема? В чем проблема? Вот почему вы боитесь встать, взять оружие в руки и пойти на Москву? В чем проблема, а? Жить вот так спокойно, свободно потом, понимаете? Забрав все территории и лишнее еще захапать попутно, понимаете? Надеюсь, меня слышно в ТикТоке. Зеля уже на попятную пошел. Он ФСБшник. Эх, хрень какой-то опять. Ахаха, кайф тебе слушать. Так, я на стриме 2 минуты такой бред. Ну, уходи, ищи другой бред, если тебе этот бред не нравится. Так что мы в таком бреду живем, понимаете? Мы же не узкопопые. Так, салям, Уфадан, салям, Башкортостанга. Так, кто бы ни было в Белом доме, какой бы президент там ни сидел, политика США никогда не поменяется, у вас будет свобода. Иншаллах. Вытри слезки и свали, да, правильно. Мал ты натуральный. Руслан Бедель. Мал ты натуральный. Руслан Бедель какой-то. В тот день тоже ты влазил вроде бы. Мы свободны, и мы с Россией навеки. Бразик. Ой, бля. Навеки он. Донатьте на дроны ВСУ, это лучше, это может быть. Но... Донатить, не донатить, нужно собрать свое. Башкорт, блин, татарныкын үзенекен надо собрать, понимаете? Собрать свое. Соберитесь, башкорт татарлар, ну, само собой. Ты сам хайван. Руслан, Кукейбаш, сюгенерга меня. Не заставляй, хайван. Не заставляй, я лучше блокану ушлепок. Так. Мы собраны, башкорты, все нормально. Собраны, но только я вас не вижу. Я вас не вижу. Когда мы уже будем делать такой подход, что мы уже идем на Москву? Когда мы уже идем? Да, ха-ха, сейчас русские переобулись, сейчас Трамп наш. Ну, это вообще кино, короче. Трамплин их не сейчас. Слушай, голодомор был на всем советском пространстве, и никого специально не голодоморили. Адриан, сине нәрсе аузыңа бергенме или күтіңе бергенме? А? Чтоб ты не голодоморился, а? Адриано Челентано. Хайван. Набрались херни. Набрался ты, вот именно. Глотай глубже, урод. 24 января, день памяти геноцида башкирского народа. Biz yaratamiz Rossiya xalqi, Putin bizniki хан. Кукей, иди отсюда. Ярата ekan u. Yaratuvchi. Как думаешь, Пригожин жив? Так, кто его знает? Да, от одного еврея меньше, больше нам пофиг вообще. Урыс адам болмайды, само собой. Ладно, читаем дальше. Дальше читаем. Так. Один слева, справа 2 человека. Читаем дальше. Ладно, закреплю этот, черт. YouTube-то он 9 киши утра. О, новый транспорт на фронте.
бойцы, которым не завезли Ослика, используют детскую коляску. На инвалидно на передовую доставят, а там детскую катай. Офигеть. Скоро. Да. Снег идет. На детской коляске везут боеприпасы. Офигительно. По асфальту идет, конечно, он что-то вон. Так, в парламенте Сербии начали стычки. Прямо в зале заседаний депутаты бросают дымовые шашки, фаеры дерутся. Что там? Ну правильно. Вучич там, да? Лизун Путина. Лизуна Путина тоже вышвырнут скоро. Скоро сербы очнутся, поймут, в чем тут проблема. А то сербы постоянно мне говорили: ой, мы любим Путина! Ой, мы любим Путина! Постоянно у них какой-то гемор. Так, торговая война официально началась. Трамп начал вводить тарифы. 25% тарифов на все товары из Мексики в США. 20% на многие товары из Китая в США. 10% на энергоносители из Канады в США. 25% на все товары, кроме энергоносителей из Канады в США. 25% на товары из США в Канаду на сумму до 155 миллиардов. В ответ Китай вводит пошлины до 15% на импорт курицы, пшеницы, свинины из США. Канада вводит пошлины на более чем 100 миллиардов американских товаров. Вот и все. Изда. Всем изда. Идем дальше, да? Вот Габбасов говорит: Россия уничтожает башкирскую идентичность. Руслан Габбасов. Ну, не уничтожает, понятно. Но Габбасов, тебе тоже обращусь. Ну ты когда уже в руки скажешь башкир белән татарга взять оружие? Мына Башкортостан белән Татарстанны халкына когда вы скажете взять в руки оружие? А? Точнее взять. А их где взять-то? Когда вы дадите, кстати, выдадите оружие нам? А? Туганлар, в чем проблема? А не так, что Россия уничтожает башкирскую идентичность. Понятно, она уничтожает. Давайте послушаем, что он говорил. Минуточка. Внимание. Другая большая часть башкирского глубинного народа смотрит на этих чиновников и начинает перенимать их модель поведения, считая, что башкирские восстания, например, это было так давно, что о них лучше не вспоминать. Да и вообще не надо было башкирам понимать восстания, ведь русские это наши братья. Что Заки Валиди не таким уж был и героем для башкирского народа, что у него есть темные пятна в истории, и лучше о нем вообще забыть. Что американцы хоть и спасли башкир от голода 100 лет назад, но делали это ради корысти и, конечно же, как настоящие капиталисты, наживались на горе башкир. Что репрессии в отношении башкирской интеллигенции и элиты в 30-х годах прошлого столетия – это трагическая ошибка, которую не надо вспоминать. Так, под воздействием пропаганды, целый 1,5-миллионный башкирский народ становится народом манкуртов и Иваном Непомнящим. Да, я вот соглашусь вот этим моментом. Вырезано у него с его эфира, наверное, 1 минута там. Туганлар, поймите одну вещь, что Башкортстанда татарлар да бар да инде, а? Мен ведь сізге татар тілінде сөйлеймін да инде. Татарлар да бар Башкортстанда. Получается, башкұртны ғана проблемасы түгел бұл, туғанлар. Татарны да проблемасы. Так что күтігізді күтәрігіз. Ятмастан анда, пұт күтәріп. Сөйлеп, урыс бізді дос, біздің туған урыс deyip, менге мында yazып ятасыз, әлі инде әтәк-сәтәк нәрселер. Мен аңламайм. Шул кешеләрне, которые думают, что вы не рабы. Если вы не рабы, обоснуйте, вы не рабы. Обоснуйте, почему у вас зарплата 30 тысяч. Это раз. Почему у вас какой-то Азамат чертов, я вчера только загружал об этом. Как его фамилия была? Азамат какой-то, председатель Хабирова, правая рука, что ли, Хабирова, у которого дома нашли 17 миллионов долларов. А? Почему у него столько бабло нашли, я не могу понять, а? Вы же вроде бы туганлар урсларга,
А чё ж тогда Азамат-то ворует, а? Почему у вас 30 тысяч только зарплата? Почему пенсия у вас 10 тысяч рублей всего лишь, а? Почему вы сети делаете бесплатно? А? Почему вы мангалы варите бесплатно, ищете по аулам все, а? Ищите потом бүтін жерде темір тесак іздеп жүресіз. Кім нәрсе берер екен деп жиясыз. Донаты собираете. О, до хрена почему? А ответов-то нет. А вы говорите туғанлар. А туғанлар болғаш бит сізге бит ақша беруге тиішлер олар хотя бы. Ну, а вы нифига, короче. Нифига. Туғанлық түгіл бит тайын, да? Лукашко приказал приступить к поиску редкоземельных металлов в Белоруссии. У дедов начался фетиш по редкоземельным металлам. Ну да, а до этого говорил, что у него еще картошка не осталось что-то. Картошка подорожала, говорил. Кому что, а лысому расческа. Вот еще вчера загружал. В Уфе из Инстаграма. В Уфе с начала апреля башкиры ждут лесные пожары. Рага, дунья, а? Согласно предварительному прогнозу Федеральной диспетчерской службы лесхоза, а в апреле под угрозу оказались центральная часть Оренбургской области, западная центральная часть Самарской области, а юго-западная часть Татарстана и юго-восток Башкирии. Мына бу хал болған, наверное, тыйылны. Быйылда, наверное, шуны әйтәдә инде. Мына сезгә мә пожар была, башка әллә нәрсә әтәк-сәтәк была. А вы ни на что не готовы. Нищеброды. Вы даже, я в тот день только вчера, ну, когда там эфир делал, говорил, что вы даже не способны зарабатывать, как здесь в Европе, хотя бы 2000 баксов в месяц, понимаете? Те, которые говорят, мы это имеем, вы имеете это не в Башкортостане, а вы имеете это где-то в Сибирде или Москва, и если Башкортостанда, это называется коррупция. Если вы такие бабки делаете, значит коррупция. Если уж от этого, если уж да ладно, отойдем, 1% может вы там делаете эти бабки, если вы какой-то успешный бизнесмен. И все. И все. Другие все в отсосе живут. Ауылларны қарағыз, юллар yok. Мына мен мында мына ауылда тұрам. Асфальт ауылда даже. Ауылда асфальт, вон, вам, как говорится, яблоком вам щелкают, так скажем, по асфальту. Асфальт везде. Где я не катался, везде асфальт. Где-то там, вот туда, куда-то в этот огород идешь, в это поле, там нету асфальта, думаешь, а там щебенка. Понимаете? Бота бульмейсің. А бізде тип-тегіз кетіп барасың, ауылда, теге нәрсекелерде юл yok, аузына тащим. И после этого вы говорите, узкие ваши друзья, туғанлар, аузына тащим. А, вот это вот с ТикТока вчера загрузил. Тоже вот интересно. Давайте послушаем сейчас, если он зайдет сейчас в ТикТок. Видосик, как будет после этой войны. После войны как будет эта обстановка. Сейчас зайдем. Это, видите, TikTok. Насколько будет жить опасно в России после завершения войны в Украине? Вражке после войны будет хуже, чем в 90-х. Надеюсь, слышно. Тогда хоть какие-то бабки крутились. А тут вообще дно пробито. Экономика на ладан дышит. Заводы стоят. Нормальные спецы либо сдохли на войне, либо свалили. А те, кто вернется с фронта, это сплошные отбитые, которым дали в руки оружие и научили убивать. Эти орки начнут резать друг друга за копейки, крышевать бизнесы, похищать людей. Полный беспредел. Мусора просто охуеют. Потому что держать это говно в узде уже никто не сможет. Говно приедет сейчас с СВО. Говно. Тоже не останутся в стороне. Воры у власти начнут жрать друг друга, потому что бабло кончилось, а делить уже нехуй. Чекисты, генералы, ФСБшные крысы. Все попытаются оторвать кусок, пока власть окончательно не рухнет. В регионах начнется своя хуйня. Губернаторы, криминальные авторитеты, местные кланы будут делить влияние. Кто послабее, того сразу в асфальт закатают. А теперь представь... Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Sorry. С фронта. Эти шакалы, которых власть выпустила, чтобы они гибли за Кремль, вернутся с автоматами, опытом убийств и пониманием, что они нахуй никому не нужны. Они начнут брать свое. На улицах, квартирах, магазинах.
Грабежи, изнасилования, убийства. Все эти движи будут как в лихих 90-х, только без конца. И самое хуёвое народ. Вся эта зомбированная мразота, которой втирали про величие, начнет винить во всем кого угодно, но только не себя. Пойдут охоты на ведьм, расправы, война всех против всех. Рашка после войны — это не просто пиздец. Это чернуха, после которой страна вообще может перестать существовать. А жить там, ну это уже не жизнь, а выживание по понятиям по беспределу. Кто первый ствол достал, тот и прав. Насколько будет жить опасно в России после завершения войны в Украине? В Рашке после войны будет Вот примерно я вам дал послушать то, что это знаете откуда? Это вопрос задали, я как понял, этому GPT. GPT вопрос задали. И GPT вроде бы ответил вот так. Это не Алиса ваша. Это не Алиса пися. А GPT ответил вот такую чернуху, понимаете? Так что будет чернуха, будет долбить всех. От 9 лет начинать будет долбить, и всех будет долбить. А может, и детей будут долбить ниже. Непонятно. Ну вот сегодня где-то тоже про маньяка какого-то тоже видел. Кого-то девочку какую-то заебенил, или пацана 9-летнего, или 10-летнего, я не знаю. Так что вот так вот, туаллар. Так, вот это тоже я вчера откуда-то откопытил. Кандидат на должность замминистра обороны США не смог ответить сенаторам, нападала ли Россия на Украину. Да, вот этот овец боится Трампа, ответить не смог. Му-му-му. Ну, я с Инстаграма я его откопытил. В ТикТок загружал. Давайте послушаем тоже. В Ютубе я его не грузил вроде бы. Can you tell me if Russia invaded Ukraine? Mr. Feinberg? I mean, Mr. Hexet said it. Yeah, I understand. It's easy, yes or no. Did they invade Ukraine? I don't feel that I should publicly comment in the middle of a tense negotiation when I'm not privy to the facts to undermine what potentially... You're not privy to the fact whether or not Russia invaded Ukraine and started a war that's lasted for 3 years? Mr. Feinberg, did Russia invade Ukraine? Вторглась ли Россия в Украину, говорит? Well, Он мнется. going to my behind closed doors statement a second ago. Обсуждать некоторые вещи за закрытым, я скажу так. Боится. Они перебросили танки, войска и бронетехнику через украинскую границу. Это же простой вопрос. Это же простой вопрос. Почему ты не можешь ответить, типа, что-то в этом роде? И этот ушлепок, америкосос, пиндос, не смог ответить, потому что боится, потому что там, как, такой же, как и Путлер, есть трамплин, как говорится. Этот трамплин, как говорится, ему точно засунет что-нибудь там. Может швабру, может что-нибудь, не знаю, может Путин ему отправил пару десяток швабр всякими. Или ёршики. Я не знаю, что-нибудь засунут точно ему, если он ответил бы что-нибудь. Поэтому мямлил, мя-мя-мя-мя. Так. Идем дальше. Вот это меня тоже убило. Член парламента израильской оккупации сделал скандальное заявление о Рамадане. Член парламента израильской оккупации Кнессета Алмок Коэн сделал провокационное заявление, в котором призвал к убийствам палестинцев в священный для мусульман месяц Рамадан. Лучшее время убивать палестинцев в Рамадан. Сейчас они ослаблены и уставшие. Альхамдулилля, я вот в Рамадане, я наоборот сильный. Ой, я ничего не устал. Любому кутына пышак тағырға могу. Аллаха шүкір. Проблем нет, наоборот. Спорт и там, отжимания, пресс качаю, ролик катаю. Все нормально. Аллаха шүкір. Наоборот, мне легче себя чувствую, чем в животе иметь жрачку. Понимаете? Это наоборот сейчас самый спортивный вариант, Хазар. Самый спортивный. Даже да, и сейчас им кильми. Аллаха шүкір. Әзгіна, конечно, сохнут губы. Но ничего, терпимо. Ауыз шайкайсың, намаз оқығанда. Юштап аласың шында. Вот и все.
Даже слюна есть, Аллаха шукр, обильная. Так что он идиот, я вам скажу. Он не понимает, что такое Рамадан, и он не понимает, что такое человек, который постится. Он не слабый, он не слабый и никогда не был слабым. Я вам еще одну вещь открою. Если вы сами себе проверяли, я это проверял еще со времен Норвегии. Короче, вот сейчас у меня будет теряние веса, допустим. Но это было первый Рамадан у меня так. Допустим, я весил 65. Потерял я 5 килограмм во время Рамадана, 60 стал. И после Рамадана сразу мне пришли эти 5 килограмм и даже больше. Представляете? Просто через где-то месяц, я месяц грубо их терял, и через месяц я приобрел больше, ну там 5 килограмм точно я восстановил, и еще дальше, наверное, нормально было. Проблем нету, вообще нет проблем. И через какое-то время оно потом уже исчезает, такая эта фишка, уже не теряется. Это первый раз у меня так было. Второй раз не помню уже, не проверял. А так вот такая тема была. Поэтому так что во время уразы, если даже кто-то что-то теряет, он потом сразу восстанавливает. Проблем нету вообще. Это полезно. Полезно это. И самое главное, как говорится, Аллаха туба кылу. Так. Вот здесь еще про Кипр что-то удивительное вчера увидел. Кипр без британских и американских баз. 9 марта в 1:30 Лондон и в 3:30 Кипр состоится коллективная акция одновременно у базы ВВС Великобритании Акротири в Лимассоле и у Министерства обороны в Лондоне. Протестующие выступают против британских военных без баз на Кипре, который остается колониальным форпостом и используется для продвижения империалистических интересов в регионе. Их требования: первое, немедленно прекратить разведывательные полеты над Палестиной, а также переброску оружия и личного состава с базы ВВС Акротири. Второе. Республика Кипр должна потребовать передать собранные данные разведки Международному уголовному суду МУС. Третье. Прекратить военную поддержку британской и американской операции на объектах, находящихся под контролем Кипра. Четвертое. Выслать американские спецподразделения с военных баз Великобритании на Кипре. Пятое. Ликвидировать суверенные военные территории и вывести все войска с Кипра. Вот такая вот будет акция. Так что, кто в Кипре, присоединяйтесь, как говорится, если вам это не опасно. Идем дальше. Тут еще какая-то хрень. Афганские силы отбили атаку пакистанских войск у Торхама. Я не понял, почему Пакистан воюет с Афганом. Вот это меня убивает. Что за фигня там происходит у них? Раньше я когда-то говорил вам, что мы как-то будем заключать какие-то вещи там с ними, тудым-сюдым. А тут получается там с ними вообще нереально заключать что-то, потому что они идиоты, между собой что-то там делят, что ли, опять. Ну вот давайте почитаем, о чем тут речь. Афганские пограничники и местные ополченцы отразили нападение пакистанских вооруженных формирований у пограничного перехода Торхам. Столкновение произошло прошлой ночью, когда пакистанские силы атаковали афганских военных, строивших укрепления вдоль линии Дюранда. По данным издания «Хуррият», афганские войска открыли ответный огонь и нанесли противнику серьезные потери. Точные цифры погибших и раненых пока неизвестны, но перестрелка длилась несколько часов. Сейчас интенсивность боев снизилась, однако в районе столкновения продолжаются перестрелки. Инцидент произошел спустя всего день после переговоров между Афганистаном и Пакистаном о возобновлении работы КПП Торхам. Что они там делят, непонятно. Дарах Тучост, где деревья? Деревья нету здесь, деревья на этом нету здесь. Даля здесь.
Что за мусор? Что за мусор какой-то передай? Лаша какая-то. Шалава. Сейчас, секунду. Секундочку. Так, bir kishi o'tiramanda narsa ekanda. Mana og'zini tishimni yopayman. Мусорит тут. Мусор какой-то хайванский. Миллион смс yozgan hayvon, блядь. Etsikkan. Так. Почему не на СВО, не патриот? Кукаем твой патриот, блин. Патриотлар, блядь. Башкортостан будет свободен, по-другому быть не может. Загадка, напередок идут два осла, а ног 6, угадать, что за армия. Их колясками еще прутся. Салом, удачи, тугры сулейсан. Рахмат. Так, молодец, по факту всех уделываешь. Привет, это где, какой город? Это Франция. Да, это искусственный интеллект. Да, вот, искусственный интеллект, короче, вот такую хрень выдал, короче. Ну, нормальная тема же. То, что он говорит конкретно. В сентябре в прошлом году я опять вот про Турцию я сюда закинул. Вот опять Турция. Снова Турция. Это тем людям, которые топят за Туран, относится. Турция и Великобритания обсудят Сирию. В понедельник в Анкаре пройдут дипломатические консультации между Турцией и Великобританией по ситуации в Сирии. Переговоры возглавят замглава МИД Турции Нух Йылмаз и британский министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер. Стороны обсудят безопасность восстановления Сирии и необходимость международной поддержки. Анкара подчеркнет важность примирения под руководством центрального правительства. Ключевой темой станет отмена санкций, которые, по мнению Турции, мешают восстановлению страны. Также поднимут вопросы борьбы с терроризмом и нарушения сирийского суверенитета и израильской оккупации. Так, у меня будильник туганлар. Короче, надо валить домой. Время 6. Уже резко солнце отошло, салкын тышты. Сейчас поедем по домам. Короче, на ифтар. Келек из ифтар будем делать. Короче, что я хочу сказать насчет Турции. Я здесь я про Турцию, когда речь идет, вообще по идее в телегу не закидываю. Я его закинул принципиально, говорится о Сирии. И самый такой подвох тут моих-то мыслей, почему я это все закидываю и вообще почему я пытаюсь озвучивать это. С сентября месяца мы видим, как Турция напала или там остановила Израиль. Видели, да? Ничего не произошло. Уже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Жиди ой! Турция! Кукаемда ishlagani yo'q. Поэтому я это и закинул, чтобы вам напомнить всем, кто пытается снюхаться с Турцией, вам вот это и будет. Вот так будет вам. Ничего не будет. Поэтому, как мы вот в тот день начали говорить об интересах, получается, давайте потихоньку поедем домой. Надеюсь, меня будет слышно, не будет слышно, я не знаю. Поехали домой, короче, потому что тут очень много новостей. Потом вечером будем, иншаллах, стрим нормально будем делать, надеюсь. Может быть, сегодня попробуем сделать. Я уже столько дней стрим не делаю дома. Короче, сейчас я один какой-нибудь вырублю, короче. Если что, с одного тиктока мне выйти надо, потому что миллион телефонов не могу удерживать. Так, будет падать. Так, ладно, один тикток оставим. Давайте, короче, есть что? Туганлар, на другой у меня там, на другом эфире идет Башкортостан, Башкорт-Татар, вот на другом эфире идет. Есть что, я там буду, есть что. Увидите там, сейчас, секунду. Выйду, короче, без обид. Потому что валить надо домой. Так, 116 человек было тут. Нормально. Полет нормальный.
Так, киттік, короче, туғанлар үйге. Доедем, поговорим деген кебек. И все на этом. Потом выйдем. Я чисто просто вышел на свежий воздух погулять. Думаю, с вами погуляем, посмотрим вон закат солнца. В руках буду держать, ладно. Пока буду держать в руках. А этим едем дальше. Зацеплю-ка я его на резиночку. Шатается. Все, киттік, короче, бисмилля. Ой, там, короче, на Артаке, вон люди тоже с работы возвращаются. 50 минут я с вами здесь. Я так подумал, да, много делаю, когда эфиры. Мне кажется, люди не могут все смотреть, потому что 2,5 часа, 3,5 часа это нереально смотреть, надо оттуда как-то выдергивать, и поэтому я делаю такие штуки, чтобы, блин, вот здесь вот такая вот фигня приходит всегда вот в ТикТоке, надо вот его надо вот так, блин, загнать, не могу, не двигается. Сейчас, видите, хер промазал. Еще раз. Оп. О, всегда вот такая фигня приходит. Типа этот эфир заканчивается. Укрепите эфир туда-сюда. Ну вот. Получается такая ситуация, что... Ладно, сейчас я подумаю. Не все это люди могут просмотреть, поэтому ведь вот такие 1-2 минуты делаем, да, но это нереально, надо делать несколькими телефонами. Записываю, потом загоняю там по другим ютубам каналам. Если что, можете, если кто тут новенький есть, подпишитесь на мои другие ютуб каналы. Будет хорошо, там тоже я смогу эфир делать. Шундыхаль. Так, чуть-чуть поснимаем. Вот это вот дома, я говорил. Видите, какие прикольные же. Вон наверху там вообще прикольные. Такие дома, как будто хутор, как будто. Как в Украине. Раньше были дома такие вот. Хуторские дома. Такой конверт. Конверт, по идее. Крыша конверт. Ну, называется, да. Закрытие крыши. Ну, у нас тоже конверт, конечно. У нас тоже дома конверт. Башкортстанда. Только колайдан. Bizde колайдан işler бит инде. Шулай. Плюс еще этот... Сейчас... Что-то холодно резко стало, Короче, пока этот... Потепления нету. Днем тепло, а вот уже после 6 все, писец. Писец приходит. Так, зелененький. Вот один день хочется, когда вот у меня стрессовое состояние закончится, хочется вот куда-нибудь, в тур куда-нибудь поехать. Далекий тур, так скажем. Тур-поход. Как я ехал? Откуда эти машины появились? Фу. Я по этой дороге ехал, ё-моё. Точно. Думаю, как я ехал? Интересно. Я же что-то давно не возвращался отсюда, Блин, расширил, теперь падает он, что ли? Короче, пусла. Надеюсь, она будет держаться. Не знаю, меня будет слышно или нет. Ну, короче, мне кажется, надо мне застегнуться. Что-то вообще замерз я. А вот она, причем жеңіл киінгенмін, блядь. Так. Короче, все. Я, оказывается, надо по дороге ехать. По-другому никак. Нет возможности по-другому ехать. Я забыл, как я ехал сюда, я не помню. С той стороны я ехал, да. Я думал, забрел не туда. Плохо пить-то. О, как Жильбера. Ладно, короче, пытаюсь.
Mana qizarib quyosh bota. Ага, я ж туда полз, блин, с вами же я полз в ТикТоке. Я же в ТикТоке же ехал. Саук! Где есть возможность, дают по тротуару ехать, где нет возможности, едешь по трассе. Ну, опасненько. Поделено пешеход и велосипед. Мин недалеко сегодня уехал. Так, близко. Не знаю, слышно меня или нет. У меня только в одном же наушнике. Сейчас. Да, лучше вот по тротуару буду я ехать. Есть возможность. Фига тут, блин, трамплин какой-то. Дороги трамплин. Нет, пока надо куртку одевать, оказывается. Пипец солнце. Все, вот рахат аймы, вот так бежишь, короче, домой едешь на ифтар. Ты знаешь, что там ифтар у тебя там. Все такое прикольно, да? Не, я-то этот взял. Короче, с собой чуть-чуть водички тоже взял, на всякий случай, я думаю, долго будет торчать. Не стал долго. Салкон-то что ли? Как говорится. Не знаю, в прошлом году как было, я не помню, короче. Ну, что-то в этом году, мне кажется, холодновато. Мне кажется, да. О, все, дорога закончилась. Надо ходить уже сюда. Конец дороги. Кто-то вчера написал мне комментарий из Узбекистана, говорит, смотрю, говорит, твои видосики туда-сюда. Рахмат, распространяйте, главное, самые такие интересные моменты, где я о чем-то говорю, максимально репост, потому что до народа надо доводить, до всех. Не только башкортлян-татарга, да для всех людей, которые живут впроголодь неправильно. Для всех. Мы должны все объединиться. Все. Мы не должны, как говорится, жить в страхе. В этом, так скажем, царь и рабы. Вот такой стиль не должен быть у нас вообще. Вообще у нас этого не должно быть. Хз, как ехать тут? Тротуар. Уймда кетерген, что ли? Надо было на ту сторону перейти. Опа. Развернулся и умотал. Маленький. Такой. Вот kimdir ağaç sırağanı, mana ağaçlar. Ağaç kimdir sırağanı. Вот ağaçlar тыгылып жаталар ağaç. Здесь фруктовые деревья. Там идешь вишня, там идешь яблоко, ежевика, кустарники всякие. Ну, что только нету здесь. Но жиляк юг, жиляк. Жиляк юг урманда кебек. Біздің урманлар, біздің урманға мында никто не, нет у них такого.
Нету. Вот что пусть делают, тут нет такого. Не видел еще. Не видел. Вот и все, мана, почти келіп жеттім там уже. Ё-моё. Сейчас на ту сторону перейду, наверное. Здесь уже тупик, короче. Сейчас пропущу этих вот этих. Мужчина. У нас шулай пригород-то мен яшарым, конечно. И берсәләр. Нормальная тема. А, здесь была, короче, у меня соседка с сыном. Албанка. Ей хату дали, короче, в городе. Один день приходила. И этот. Нормально. Хату дали. Все такое. Ах, келючит там, короче. Такие дела, короче. Сейчас пройдем. Короче, вот эти тачки-мачки. Проезжай. Проезжай. Все, короче. Ну, ничек сізде ураза тоторға жеңіл ме? Тотып бұлай ма? Я даже не знаю, у меня режим сбитый, я вообще не понимаю даже, ураза идет, как она идет, не идет. Шулай. Альхамдулилля. Все домой едут с работы. Все домой едут с работы. Магазинчики, булынжер, этот, булочки, хлеб, короче. У них везде хлебный магазин. Вот для них, как у нас, лепешки везде Узбекистанда были, тандыр. А здесь вот это. Булочка, магазин. Ну не булочки, но багеты там, все есть. Вот это вот новое что-то строят здесь. Магазин будет или что? Быстро строят вообще. Вот у них стройка идет реально быстро. Они не мусолятся там, не воруют деньги явно, ничего не ищут, никого. Все, у них есть бабки, они приходят, строят и все, начинает все работать, все. Уму не делают, короче. А у нас все 50 или 100 этажей начинает строить вверх. И что? Где-то там на 70 этаже останавливается стройка. Потом эта вся стройка построена, притом на деньгами, получается, людей. И их они начинают кидать, и все, вот тебе и на. Все, Минкильдом, Аллахашка. Валим, короче. О, сколько детей играет во дворе. Видите? Очень много детей стало. Наверное, новые приехали люди. Одного видел грузина с 2 детьми. Тоже. Ну, много. Это, ну, непонятно, как они заселяются здесь, я не могу понять. Порой вроде бы никого и не видишь. А в то же время до хрена что-то детей стало. Детей очень много стало. Вот так вот. Потеплело, выходить начали? Да не может быть. Здесь не было такого холода, чтобы не выходили они.
Ушундай хал. Салям Башкортстанга, салям. Салям. Вот Башкортстандан мына малайлар, Башкортстандагыларга бүтүнүгүзгө салам. Көбүрөөк таратыгыз мына ушул эфирларны. Башкорт һәм татарларны уятырга керек. Мәскәүне бәреп югалтыр өчен без уянырга тиешбез, понимаете? Уже бит инде весь мир трезвонит о том, чтобы мы поднялись уже. Мы когда уже будем подниматься, а? Скоро бит инде үлеп бетәбез бит инде картайып. Картайып үлеп бетәбез. Меня вот всегда вот одним вопросом задают, да? Надо уже заходить, короче, если честно говоря, конечно, сейчас я скажу и зайдем. Одним вопросом задаюсь. Я уже несколько раз это, может, уже говорил где-то. Мы же один раз живем, да? Один раз живем и пытаемся мы прожить эту жизнь в рабстве. Зачем? Зачем нам это рабство, если мы один раз живем? Понимаете? Лучше же прожить независимым, свободным, чем рабом. Поэтому я считаю, что надо заканчивать этим рабским менталитетом, рабским поведением себя, униженным, подлизой и так далее. Мына шул әйберне безгә туктатырга кирәк дип уйлыйм. Давайте шуларга каршы көрәшик, давайте яшьләр, картлар, бөтенебез кушылыйк и делать будем уже конкретные какие-то дела, а не то, что каждый раз балаболим там о том, что надо делать, и никто ничего не делает. Давайте что-нибудь сделаем уже, в конце концов. Шундай хал. Автобус килгән, бер көтү кеше төшә, наверное, моннан. Кайдасың инде илдә? Мен Европада. Она ведь машина номері көрінмей, что ли? Машина номері көрініп тұрады енді. Шундай хал, дуслар. Короче, в ТикТоке у меня один человек сидит, Рахмат. В ТикТоке люди сидят. О, видите, вот днем выходи, говорят, да, мне? Днем выходишь, людей нету. Понимаете? Поэтому вот самая ночь, это самый и этот интересный момент. Ночь это после 12, самое то. И в ТикТоке у меня очень много людей сидит ночью. Шулай, хазарин кем утраем надо? Ауыз ашырга керек, намаз укырга керек. Делов дофига и больше. Шундай хал. Вообще во время уразы я выходить не буду, говорил, но уж ладно уж. Вышел. Короче, дуслар, крям, короче. Европа, Австрия түгел. Күндіз іште кішілер. Ну, күндіз іште, түнне йоқлыйлар. Короче, менде 30 секундда телефоном сүне. Короче, будет телефон утра без зарядки. Выхожу, туганлар.